Human Rights Watch заявила, что мусульман в Восточном Туркестане называют агрессивными экстремистами просто потому, что они исповедуют свою религию. Согласно судебно-медицинскому расследованию организации, китайские власти отслеживают наличие 50 тысяч мультимедийных файлов на телефонах уйгуров из числа этнических меньшинств. При обнаружении Корана может последовать полицейский допрос. Китайское правительство сочетает ислам с насильственным экстремизмом, уродливым, но опасным способом, чтобы оправдать свои нарушения в отношении турецких мусульман в Восточном Туркестане, сказала Майя Ван, исполняющая обязанности директора Human Rights Watch в Китае. Канадский депутат Майкл Чонг, сторонник закона о геноциде уйгуров, заявил, что Китай угрожал его семье. Канадский депутат обвинил правительственных чиновников в том, что они закрывают глаза на преследование Китаем его семьи, и призвал Джастина Трюдо, чтобы тот начал публичное расследование попыток Пекина вмешиваться во внутреннюю политику страны. Полиция китайской провинции Шанхай создала масштабную систему наблюдения, которая предупреждает и информирует власти, когда иностранные журналисты едут в Синьцзянь, а уйгуры покидают этот район. Согласно отчету IPVM, ведущего средства массовой информации, освещающего технологии физической безопасности, полиция Шанхая использует этот способ для создания комплексной системы наблюдения с помощью 26 модулей, которые сортируют огромную базу данных полиции Шанхая для оповещения о перемещениях различных категорий людей или происходящих инцидентов. В Сенате США обсуждался вопрос о том, как конкурировать с такими странами, как Китай и Россия, в рамках глобальных информационных войн. На заседании председатель подкомитета Бен Кардин заявил, что Китай заключил союзы с международными СМИ в обмен на взятки. На прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй заявил Комитету Конгресса, что в Китае на каждого из киберцентричных агентов ФБР приходится 50 хакеров. Говоря о подкомитете по торговле, правосудию, науке и связанным с ним агентствами Комитета по ассигнованиям Палаты представителей, директор Кристофер Рэй попытался обосновать бюджетный запрос, обрисовав в общих чертах угрозы, которым бюро пытается противостоять. Японские СМИ объявили, что НАТО откроет офис в Токио для расширения сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чиновники НАТО открывают свой первый офис в Азии, в Японии, чтобы облегчить консультации с партнерами по безопасности в регионе, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, в ответ на геополитические вызовы со стороны Китая и России. Между Казахстаном и Таджикистаном была подписана декларация о союзническом взаимодействии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Таджикистана Эмомали Рахмона, посетившего Астану, с официальным визитом в президентском дворце. После церемонии лидеры двух стран провели широкие и узкие переговоры и присутствовали на церемонии подписания соглашения.